Здравствуйте, в эфире «Акцент». Сегодня у нас в гостях глава города Нюрба Иванов Александр Игнатьевич. Здравствуйте, Александр Игнатьевич. Мы знаем, что с 25 по 31 марта проходит съезд муниципальных образований. И какие вопросы и темы вы бы хотели поднять на съезде? Добрый день, Иван. Для любого главы съезд — это самое значимое событие, годовое событие для него. И когда мы все собираемся, у нас есть уникальная возможность общаться, обмениваться опытом. То, что какие вопросы будут вставать в этом съезде, так что это решит уже коллегиальное собрание наших глав. Скорее всего, это будет вокруг вопросов изменений в федеральном законодательстве, то, что в муниципальном уровне будут какие-то большие изменения. Будут вопросы по финансированию. Очень много вопросов, которые ежедневно, ежечасно волнуют наших жителей, наших граждан. Так что мы, как представители наших городов, населяков, так что мы обязаны эти вопросы ставить и остро обсуждать. Вот потому и мы сейчас собрались и с коллегами будем уже с исполнительной властью, с Ильдарханом нашим, будем обсуждать вот эти вопросы, ставить уже напрямую и получать на них ответ. Недавно я разговаривал с главами нескольких наслегов Нюрбинского района, и все они хотели бы поднять вопросы, связанные именно с рекой Вилюй. А как вы к этому относитесь? Эти не очень хорошие, печальные события прошли как раз по реке Вилюй, где находится наш город. И на остре, скажем, стояли мы. Народ очень волновался, и дело даже дошло до, скажем так, до митинга. Но мы народ собрали, успокоили, и сейчас очень хорошо, что Арсений Сергеевич приехал и успокоил народ, скажем так. И первый указ, который у него был, это экологический указ. Это нам дал большой такой, скажем так, импульс, чтобы мы начали нашим жителям уже объяснять, что вот эта проблема очень большая. И сейчас шаг за шагом мы пытаемся решить этот вопрос совместно. Но за день, за час эта проблема не решается. Она не за один день произошло. Это накапливалось десятилетиями. Так что очень хорошо, что есть понимание с Алроса, со стороны Алроса, есть понимание с республики, есть понимание с муниципалитета. И сейчас дело стоит только по исполнению тех задач, которые поставлены в республике и в нашем районе. Александр Игнатьевич, Нюрбинский район участвовал в конкурсе поддержки местных инициатив, и много проектов из Нюрбинского района стали победителями. И можете рассказать о них? Немного, а все победили. Все? Все 4 города Нюрба победили. Так что, это не наш, не первый опыт. В прошлом году мы тоже все взяли. Так что из года в год моя команда, наша команда все сплоченнее и опытнее становится. Так что нынче эта победа нам далась не так сложно. Да? Это во-первых. И какие вообще, что это представляет, эта программа? Эта программа представляет из-за того, что мы не глава выбирает, где что должны строить, где что должны ремонтировать. Предполагается, что народ должен собраться и должен выбрать, где, в каком микрорайоне что будет строиться или ремонтироваться. Идея очень хорошая, потому что мы, когда собирали народ, скажем, в Убаяне, мы вышли с одним проектом, да, давайте мы вам летний водопровод проведем. А нет, народ собрался, проголосовали, сказали, нет, мы построим стадион маленький. Все. И мое решение не самое главное. Так что в этом смысле это очень хорошее начинание. И не зря стал победителем в международном конкурсе, да, по-моему. Вообще, любой глава скажет вам, что любые деньги внебюджетные, то, что есть, вот эти поступления субсидий или же внебюджетные средства, они за любой конкурс, они вообще будут счастливы участвовать. Потому что бюджет маленький. Любые средства, которые приходят в бюджет, вне бюджета, они будут рады всему. А вот сколько заявок было представлено, получается? С муниципального образования город Нюрба 3 заявки было. Это, микрорайон Убаян, это был у нас стадион, спортплощадка. Микрорайон
вертолетка, там тоже спортплощадка, почему-то народ очень хочет, чтобы спортом заняться. Ага. И третье, это микрорайон Партизанский, там уже летний водопровод. Ага. Там, в общем, денег хватает только на покупку стройматериалов, 1,5 миллиона. А всю работу мы, в принципе, будем делать уже вместе с населением и вместе с нашими предпринимателями. Так что готовы, в прошлом году отработали хорошо, да и вообще до этого отрабатывали хорошо. Так что готовы участвовать еще в новых конкурсах и тоже выигрывать. Но в этом году скажу, что очень много накопилось работы. Потому что мы в прошлом году под этот стадион закупили материалы на забор. Ну, понимаете, что это не один стадион, это же большое дело, за 1,5 миллиона не построишь. Так что все слаженно, спланированно идем к развитию наших городов и поселений, можно так сказать. Ну, получается, у вас нехватка спортплощадок для занятия спортом? На сегодняшний день, да. Просто каждый раз меняется. Когда ты ремонтируешь дороги, народ начинает говорить, что там темно. Когда свет делаешь, они говорят, детских площадок не хватает. Когда детские площадки делаешь, они говорят, спортплощадок не хватает. Вот этот этап, вот сейчас спортплощадок не хватает. Сделаем спортплощадки, я больше чем уверен, пойдут уже дворовые территории. Там, чтобы мы делали дворовые территории. Ну вот шаг за шагом мы должны уже улучшать качество жизни наших людей в поселениях наших. Ага. Насчет предпринимателей, они принимают какое-то участие? Очень интересно, да. Потому что они родились в этом микрорайоне, и вообще они выпускники этих школ. Так что вот 2 проекта, они связаны со школами и местом жития людей. И они очень охотно и подключаются к этому. Ну и исполнителями они сами будут. В любом случае, мы когда аукцион объявляем, сумма небольшая, и они сами как бы участвуют, скажем, там 2-3 участника, и берут, и, можно сказать, ущерб себе вот эта работа производит. Так что, да, они участвуют, в полной мере участвуют. Какие у вас планы на следующий год, как у главы города? Этот год, 2019 год, города Нюрба объявлен годом развития парка нашего. Да, мы в прошлом году участвовали в всероссийском конкурсе малых городов. К сожалению, дошли до финала, ну и чуть-чуть не хватило. А на этот раз мы подготовились, и вот, республиканский этап прошли. Вчера было совещание вневедомственное. Прошли, и сейчас уже будем участвовать на федеральном уровне. Очень надеюсь, участников очень много, и все опытные, все такие, уровень всех хороший, но есть большое желание, есть скажем так, энергии, чтобы это все произвести. Отрадно, что мы получили понимание от нашего руководства республики. И в лице Арсения Сергеевича, конечно же, но и Ирины Дмитриевны, наш главный архитектор. Она наша муза, она нас подстегивает, как должны развиваться города архитектурно, где должны быть парки, как должно быть все обустроено. Если мы раньше понимали, что детская площадка это просто китайская, вот детскую площадку поставили и все, нет. Оказывается, это должна быть целая площадка, это хабы такие, где должны дети собираться, где должна быть обязательно по безопасности резиновое покрытие, ну это все. Очень хорошо нас обучило, и теперь мы будем возрождать наш парк, обязательно в этом году уже начинаем, уже, если будем ремонтировать с оглядкой на архитектуру, общей концепции. Так что в этом смысле мы идем. Для нас это инновация. Вообще главы раньше работали просто вот по-хозяйски. Делали, срубили, поставили, все, стоит и стоит. А сейчас не важно, что мы делаем, а как мы делаем. Вот это очень важно. Так что это для меня новый вызов, так что все главы будем к этому идти. И думаю, через годика так 3 наше поселение уже заметно изменится уже в облике, скажем так. Спасибо за беседу, Александр Игнатьевич. С вами был «Акцент». До новых встреч!